Роспотребнадзор запустил всероссийскую горячую линию, посвященную качеству и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей. Об этом сообщается на сайте ведомства. Акция продлится до 4 сентября включительно. Специалисты ведомства ответят на вопросы россиян о детских игрушках, одежде, обуви, канцелярских изделиях и питании. Актуальность сведений о безопасности и качестве товаров возрастает с приближением нового учебного года, когда родители готовят детей к школе, отметили в федеральной службе. Единый консультационный центр круглосуточно работает по номеру 8 800 555 49 43. Направление использования средств материнского капитала можно изменить, напомнило в своем телеграм-канале Министерство труда России. Ведомство также рассказало о возможных вариантах распределения этих денег. Например, если изначально заявление было подано на выплату из мат-капитала на детей до 3 лет, его можно отозвать и потратить средства на покупку жилья или оплату обучения детей. Мат-капитал можно использовать и по нескольким направлениям одновременно, добавили в Минтруде. Депутаты Госдумы предложили увеличить предельный размер социального налогового вычета со 150 тысяч до 360 тысяч. При помощи социальных вычетов физлица могут вернуть часть налога на свои доходы за счет уменьшения налоговой базы. Тут подразумеваются вычеты с расходов на обучение, лечение, формирование пенсионных накоплений и спорт. Налоговая вернет уплаченное в размере не более 150 тысяч рублей за налоговый период. Если эта планка будет изменена, вступление в силу новшества предполагается 1 января 2026 года. С 1 сентября текущего года при оформлении кредитов будет действовать период охлаждения, который должен помочь в борьбе с мошенниками. Продолжительность периода будет зависеть от суммы займа. Для сумм менее 50 тысяч рублей период охлаждения вводиться не будет. Для сумм от 50 до 200 тысяч кредитор должен не выдавать средства 4 часа. А в случае, если кредит предоставляется на сумму, превышающую 200 тысяч рублей, ждать получения денег придется 48 часов. Помимо этого, с 1 сентября кредитные организации смогут перечислять деньги только при совпадении персональных данных владельца счета и лица, обратившегося за займом. Это касается в первую очередь онлайн-кредитования. В Госдуме предложили ежегодно выдавать на каждого ребенка оздоровительные сертификаты на отдых в лагерях и санаториях. Номинал сертификата предлагают установить в 20 тысяч рублей. Кроме того, депутаты предлагают проработать правила получения таких сертификатов. Жителям многоквартирных домов может грозить административный штраф за шум в вечернее или ночное время. К шуму относятся ремонтные работы, громкая музыка или телевизор, звуки от животных, работа бытовой техники, крики, пение, вечеринки и громкое выяснение отношений. Шумным соседям придется заплатить от 500 рублей до 1000 рублей, должностные лица заплатят от 1 до 2000. Для индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица штраф составит от 1 до 2000 рублей и приостановка деятельности до 90 суток. Соседи вправе обратиться в полицию, а также в управляющую компанию. Пользователям Telegram следует остерегаться цифровых подарков, так как их часто используют мошенники. Предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. Злоумышленники зачастую дарят администраторам Telegram-каналов подарки с ссылками на наркошопы, казино или экстремистские сайты. Подписчики, увидев подарок, жалуются в Роскомнадзор, из-за чего канал могут заблокировать. Ведомство советует регулярно просматривать вкладку с подарками и удалять подозрительные.